Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HR, 24 September waktu Kiev. Kepala Intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HR. Para pejuang HR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих. Бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152-мм орудие Д-20, 2 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105-мм орудие Л-119 и М119. Уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица М100Б, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.